Девочки в форме в советском стиле, пакеты с надписью «Лакшери» и гимн России. Это первый звонок в Севастополе. Директор приветствует классы и их шефов – пограничные войска России. Сегодня мы приветствуем нашу особенную гордость – кадетские классы пограничных войск России. Теперь у нас их 3 – 5А, 7А и 8А. Первый звонок в Севастополе не увидела Ангелина. Ей 9, и она не ходит в школу. Потому что в 2015 году, когда девочка должна была пойти в 1 класс, в школах родного города уже не изучали український. Чому Ангеліна не вчиться в Севастополі? Бо немає місця, бо немає української мови. А нам вона потрібна не тільки на кухні говорити один з одним. Ангелина выступает едва ли не на каждом большом празднике в Севастополе. Вот как ее упрекали за украинский язык в этом году, на Пасху. Заставляют тебя на украинском. Ну говори. Ангеліна, вони потім зрозуміють, що вони роблять. Не плачте. Мать принципиально перевела дочь учиться на экстернат. Сама уволилась из Малой академии наук в Севастополе, где преподавала украинский. О своем выборе не жалеет. Хтось намагався перевчитися, хтось пішов філолог російської мови, хтось викладав інші дисципліни. Але наскільки мені відомо, всі мої колеги потім невдовзі були звільнені з різних причин. Здебільшого це витиснення. А это бывшая украинская гимназия в Симферополе. В 2004-м ее лично открывал президент Украины Леонид Кучма. До аннексии все предметы здесь преподавали на украинском. Учились в школе около 800 детей. Теперь здесь только несколько украинских классов. Это меньше, чем 90 учеников. Але вони всі вивчають українську мову, спілкуються, ми граємо на бандурах. В 2014 году в украинский класс взяли 2 десятка первоклашек. После этого набор отменили, зато стали создавать классы кадетов. Гимназия, равняйсь, равнение на флаге. До аннексии в Крыму работали более 400 школ с русским языком обучения и 7 с украинским. Это информация Укрстата. Сейчас ни одна школа на полуострове не преподает все предметы на украинском. С образованием на родном языке на полуострове все в порядке, рассказывает европейским журналистам российский омбудсмен Крыма. Мол, кто хочет, учится на украинском, кто хочет – на крымско-татарском. Преподавание и изучение крымско-татарского и украинского языков осуществляется в образовательных организациях на основании заявления родителей. Абсолютно всем желающим предоставляется возможность обучаться на крымско-татарском либо украинском языке. Крымско-татарских школ на полуострове 16, но преподают там как на крымско-татарском, так и на русском. Об этом сообщает активист Эмине Авамилева. Национальные классы в обычных школах директора открывают неохотно. В конце августа родители с юристом записали такой разговор с администрацией школы в Севастополе. В мае месяце не было заявления. Сейчас вы приходите, когда госзадания на вторые полгода уже тоже утверждены, вы заявляете об открытии национального класса. А это и есть госзадание. У нас денег нет по школе. Министр образования Украины уверена, что будущего у крымско-татарского и украинского на оккупированном полуострове нет. Скорочується. Іде просто витравлення всього українського. Крымским татарам гарантируют национальные классы на подконтрольных территориях. Всем, без исключения школьникам из Крыма, бесплатное обучение в экстернате в любой школе и дистанционное изучение украинского языка и истории. Более того, для крымчан действуют упрощенные условия поступления в украинские вузы. Мы увеличили количество дистанционных курсов обучения для детей с оккупированных территорий, где они могут дистанционно учить украинский язык и историю. Мы также упростили способ получения украинского аттестата о среднем образовании, чтобы потом дети могли учиться в наших профессионально-технических или высших учебных заведениях. Ангелина уже выбрала место, где будет дальше получать образование. Это музыкальная школа-интернат имени Лысенко в Киеве. Чтобы поступить туда, девочке нужно догнать сверстников по музыкальным предметам. С вокалом у нее и так все хорошо. Годину щасливу і в радості вмить, любіть годину негоди. Александр Шевченко, Владимир Паутов, Никита Исайко для Крым Реалии.